Здравствуйте, почтеннейший продавец лечебных пиявок. А? Здравствуйте, говорю, Дуримар. И тебе не хворать, Карла. А по какому случаю музыка и песни? Да, ты что, свои вот эти вот не видишь? Нет. В наш город приехал знаменитый кукольный театр Карабаса-Барабаса, доктора кукольных наук и лучшего друга Тарабарского короля. Водка! Да! Дорогу другу Тарабарского короля! Знаменитый кукольный театр Карабаса-Барабаса! Проездом из столицы Тарабарского короля! И только с одним единственным представлением! Окупайте билеты! Вот сейчас положим на Я спектакль приглашаю, там будет множество садей. Я их кукол обожаю, как будто собственных детей. Мы вам покажем представление, а это просто заглянение, а это просто наслаждение, это просто объединение. Да здравствует наш Карабас удалой, уютно нам жить под его бородой. И он никакой не учитель, а просто наш добрый учитель. Ничего не вижу. Эй, старики молодые, за то, что я творю добро, гоните ваши золотые, не забудьте серебро. Вам покажем представление, это просто заглянение, это просто наслаждение, это просто объединение. Да здравствует наш Карабас удалой, уютно жить под его бородой. И он никакой не учитель, а просто наш добрый учитель. Мальчишки, девчонки, вставайте с дороги, бегом летайте, билеты хватайте, все скорее в кассу, Карабасу, Карабасу. Запусти меня! Уважаемый Карабас-Барабас! Дуримар, старый пройдоха, ты как тут очутился? Ну, как очутился? Я ведь живу теперь в этом городе с тех пор, как вы выгнали меня из своего театра. За дело выгнал, Дуримар. Я тебе кассу доверил, а ты утаил сбор от целого представления. За дело, и чувствую себя перед вами в неоплатном долгу. Я по всему городу разнес слух, что вы добрый, как ягненок, и веселый, как птичка. Я ягненок, а? Я птичка. Ладно, мне как раз нужен пройдоха для одного секретного дела. Слушай, фу, чем от тебя пахнет? Так это болото? Я же теперь народный целитель и продаю пиявок. Не хотите с десяточек совершенно бесплатно? Убери! Ты без пиявок попил мою кровь. Ладно, теперь главное дело. Секретное, тайное и чрезвычайное. Погоди-ка. Ну, и что стоите, паршивые бездари, бездарные паршивцы? Скоро представление! Готовьте сцену! Стоп! По местам! Дармоеды! Позвольте,
Марина, стала много воображать. Придется тебе всыпать как свет. Порычи мне еще. Артемон, фу! Артемон, пойдем! Фу! Противная собака. Неприятная собака. Так вот в чем дело. Мой друг, Карабарский король, подарил мне на прощание золотой ключик. Он принесет мне славу и богатство. Этот ключ от одной потайной дверцы, которая закрывает вход в подземелье. Вот ее-то мне и надо найти. Тайная дверца. Она находится в каком-то доме здесь, в вашем городе. Карабас-Барабас, а есть ли какие-нибудь, особые приметы этой дверцы? Известно только, что перед дверцей Дверцей? висит холст с нарисованным очагом. Добрый Карабас-Барабас! Пожертвуйте этой хромой Алисе, бывшей актрисе! Новый Карабас-Барабас! Дайте что-нибудь этому коту Базилию из сетей живущего когда-то актеру ведущему. Дайте! А ну пошли прочь, попрошайки. Да, пошли прочь! Прочь отсюда, убирайтесь, и без вас, знаете, не разберемся! Ой! Марч, вы знаете, по какой дороге ты на болото ходишь? Что тебе так воняет? Я все улажу. Давай. Я сейчас договорюсь только без рук, только без рук. Уважаемый Карабас-Барабас, вы не можете дать этим проходимцам маленькую какую-нибудь монеточку. Они могут нам пригодиться в нашем секретном деле. Ну хорошо, так и быть. Ой, Дуримар, у меня остались одни золотые. Согласись. Я? Да, ты. Но у меня только пиявки. Пиявки. Подождем. Вот так, вот так. Подождем. Они говорят, подождут. Карабас-Барабас, а он правда весь из золота, этот ключик. Сейчас увидишь. Сам Тарабарский король. Может быть, в этой бороде запутался? Да нет, и в бороде нет ключа. Это ты! Ты стащил его у меня! Тухлая пьянка! Я его и в глаза не видел, Карабас-Барабас. Может быть, вы его обронили где-то здесь? Или не здесь? Найдем! Золотой! Кроме молния! 10 монет тому, кто вернет мне ключ! 10 монет найдем! 100 монет! 100 монет! Мешок золотых Добрый Карабас-Барабас! Нельзя ли получить хотя бы одну монету за задаток на расходы по поезду? Хотя бы одну монету. Так, здесь нет ключа. Здесь нет ключа. Здесь. Нету! Может, дороги О, обронила? мы все дороги обойдем! Чтобы под каждый кустик заглянем, каждый камушек перевернем. Ладно, вот вам монета. И отправляйтесь на поиски. Идем, я покажу, какой дорогой мы ехали. Ай, сюда! Ай, да! Фу! Монеточка! Какое замечательное полено. Оставлю-ка я это полено себе и вырежу из него куклу. Хорошего, прихорошего мальчика. Ну вот чую его говорить, петь, танцевать, и будем мы сходить с ним по дворам с моей старой шарманкой. Глядишь, людям радость, а мне кусок хлеба. Так, где мои инструменты? Вот они. Браво! Браво! Прекрасно придумано! Ой, а кто это говорит? Это, наверное, мне почудилось. Нет, не почудилось. Холодно. Холодно. Еще холоднее.
Чего вы деретесь? Больно же. Ну, прости, я буду очень осторожно мастерить тебя. Фу! Ой, постой, а как же мне тебя назвать? А назову-ка я тебя Буратино. Я знал одно замечательное семейство, всех их звали Буратино. Мать Буратино, отец Буратино, и дети тоже были Буратино. И все они жили весело и беспечно. Буратино! Да чего забавно, весело и беспечно! Буратино, я тебя еще не закончил, а ты уже балуешься. Смотри, Буратино, иначе попадешь в беду. В беду? А что такое беда, папа Карло? Беда, что это ужасные опасности и странные приключения. Очень хорошо! Больше всего на свете я люблю ужасные опасности и странные приключения! Буратино, но тогда за твою жизнь никто не даст и дохлой муки. Зачем? Почему? Буратино, у тебя еще маленькая, глупая, деревянная голова. И мысли в ней короткие и пустые. Так, ну-ка давай дальше. Да. Ну все, готово. Вставай, Буратино! Ура! Я родился! Давай, Буратино! Ой! Папа Карло! Стой! Ой, Буратино! Буратино, вставай! Вот. Буратино, ты сегодня, как и все дети, пойдешь в школу. Школу? Постой! А как же ты пойдешь в школу? У тебя же нет азбуки. Нет. Ой, Буратино, садись. Так. Ага. Сейчас, Буратино, я приду. Будь умненьким и благоразумненьким. Я сейчас. Папа Карло, я буду умненьким и благоразумненьким! Папа Карло! Ой, здорово-то как! Я буду умненьким и благоразумненьким. Ой, что это? Ну да ладно, я буду умненьким и благоразумненьким. Ой, кажется, есть хочется. А найти бы сейчас маленький кусочек хлеба. Или куриную лапку. Ой, суп, наверное, уже совсем готов. С куриными косточками и куриной лапкой. Ой, что это? Обманывать меня вместо супа? Дырка? А это что там за дверца? Папа Карло! Папа Карло! Папа Карло, помоги! Вставай. А кто это был? Это... Мой новый друг! Садись, Буратино. Стоило мне тебя оставить, а ты уже попал в приключения. На, Буратино, ешь яблоко. А вот это, Буратино, азбука. С большими буквами и веселыми картинками. Ой, здорово! Папа Карло, а где твоя куртка? Куртка. Я ее продал. Ничего, Буратино, сейчас тепло, я не замерзну. Папа Карло, ты ужасно добрый. Я хочу быть таким, как ты. Я пойду в школу, вырасту, выучусь и стану артистом. И куплю тебе 1000 новых курток. Спасибо тебе, Буратино. Буратино,
и учись. И тогда у нас будет еда настоящая. И огонь в очаге настоящий, а не нарисованный. Буратино, ну тебе же пора в школу, опоздаешь. Буратино, куда умненький, благоразумненький. Я буду умненьким и благоразумненьким, папа Таня! Петушки на палочке из чистого сахара. Всем по нраву без отравы. Простите, но я иду в школу. Шарики небесные, чудесные, с чистым водородом примут перед всем народом. Деньги платить, куда хочешь лети. Пожалуйста, не показывайте мне устойчивых шариков, я иду в школу. А вот разнообразные игрушки, пистолеты, пушки, паровозики заводные, банки заводные, очень недорогие. Я умненький и благоразумненький, я ничего не вижу и не слышу. Пиявки, всякого рода водяные козявки. Не интересуют, отдам практически бесплатно. Простите, но у меня нет денег. Извините, Ай, я иду в школу. ну и чё? А я хотел бы узнать, почему играет эта веселая музыка. Как? Ты не знаешь, что ли? Иди сюда. В наш город приехал знаменитый кукольный театр Карабаса. Барабаса, попасть в который мечта любого мальчишки или девчонки. Но у тебя же ведь нет денег. Нет. Но, мой дорогой друг, вы можете что-нибудь заложить в ломбарде, а за 10 монеточек, за 5 купить билет в театр, а за другие 5 я продам вам чудесного водяного жука. Здесь Карл Карлович Какаду. Если вам чего-нибудь хочется и у вас нет денежек, я у вас чего-нибудь куплю. Уважаемый Карл Карлович Какаду, мне ужасно хочется взглянуть на кукольный театр. И поэтому я хочу продать за 10 монеточек мою чудную кофточку. Нашел дурака. В таком случае, мой хороший колпачок. Нашел дурака. Что же ему предложить? О, Нет. театр. В таком случае возьмите мою новую азбуку с большими буквами и чудными картинками. За 10 монеточек. Даю 7 монет. За 10. 6 монет. За 10. 5. За 5. Не 5, а 5 монет. Хорошо. Отлично! А водяного жука могу уступить вам за 3 монетки. Хорошо, можете взять его за 1. Хорошо. Давайте билет в первом ряду. Ах, блин! Пожалуйста. Ура! Я иду в театр! А что полицейские? Полицейские! Пропала моя самая красивая кукла Мальвина с ученым пуделем дрессированным Артемона. Верните мне пропавшую девчонку и собаку. Живыми или мертвыми? Найдем, вернем, живьем. Почтеннейшая публика, по независящим от дирекции обстоятельствам спектакль не может состояться. Увы, Нет, вы выходили. Нет, мы верим. Мальвина пропала, невеста моя, рыдаю, не знаю, куда мне податься. Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться? Нам горько живется, не мил белый свет. И вот наши куклы Мальвины ушли, но плохо живется. Хозяин плохой. Нас плеткой он кормит и коркой сухой. Мальвина прекрасна, Мальвина нежна. А жизнь ужасна.
очень любит своих кукол. Ведь он добрый, как птичка. Жаловаться на меня вам, почтеннейшей публике, а? Да я вас... Уважаемый Карабас-Барабас, я продал мою прекрасную азбуку, чтобы купить билет в ваш театр. Молодец, мальчик, молодец. И очень сильно сожалею об этом. Вы ужасно гадкий человек, Карабас-Барабас, потому что ужасно обращаетесь со своими артистами. Карабас-Барабас! Что такое? Ах ты гнилая деревяшка! Вот тебя-то мне и надо! Почтеннейшая публика, не извольте беспокоиться. Этот нахал всего-навсего артист из моего театра. Нет! Никакой не артист! Это вы чего? Это вы чего? Представление отменяется. Все в порядке, расходись. Все в порядке. Все в порядке, в порядке. Расходимся. Расходимся. Буратино! Буратино, сынок! Буратино! Буратино, сынок, где же ты, а? Буратино, куда же ты ушел, а? Вот чувствует мое сердце, с мальчиком случилась беда. Буратино, ну куда же ты ушел? Буратино, сынок! Буратино! Раз, два, три, четыре. Спи, кукля, голова, кукля. Раз, два, три, четыре. И стоп. Делай. Раз. Делай два. Делай три. Молодцы. А птичка поет птицелов, о рыбках поет рыболов, а я о пиявках пою, за денежки их продаю. Принимаются заявки на лечебные пиявки от бронхита, тонсиллита, печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки. Но от жадности хвата и от глупости, но от подлости хвата и от глупости, и еще от хвастовства, ла-ла-ла, не поможет твой талант, злой противник, дуэлянт. Поет о цветах цветовод, о пчелках поет пчеловод, а я о пиявках пою, за денежки их продаю. Ликвидирую пиявки и прыщи-бородавки, от икоты, лизевоты, ожирение, обусение, слепоты и глухоты. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки. Но от жадности хвата и от глупости, но от подлости хвата и от глупости, и еще от хвастовства, ла-ла-ла, не поможет твой талант, марш отсюда, дуэлянт. Дуримар опять утешил. Это ты, старый плавучий чемодан! Ты спрут, ты нервируешь пиявок, и скоро кончится это безобразие. Не кончится, пока я не выловлю всех пиявок в твоей грязной луже! Зачем они тебе в таком количестве? Как? Я же теперь все-таки народный целитель и занимаюсь врачеванием, я врач! Ты не врач, ты шарлатан! Ну и что? Главное, что пиявочки приносят мне денежки, и они сыплются ко мне в карман. Тогда... Тогда Когда? я готова
купиться от тебя, дурева. Что? Ты, Тортила, и откупиться от меня? Ой, насмешила! Да я готов спорить на дюжину пиявок, что у тебя нет ни соль, да? Я тебе дам больше, чем соль. Я тебе дам больше, чем миллион. Вот! Я тебе дам одну волшебную вещь. Ну-ка, одну волшебную вещь за дюжину пиявок! Но эта же вещь приносит счастье. Что? Тортила, ты хочешь, чтобы я променял какое-то там счастье на деньги? А ну-ка убирайся по-добру-поздорову, клянусь! Счастье! Клянусь, если люди стали принимать счастье за деньги, а деньги за счастье, то никто никогда не получит золотого ключика. То никто никогда не получит золотого ключика! Постой! Тортила, стой! Обкайся отсюда! Я вам сейчас как дам! Тортила! Сделка ведь есть сделка! Давай договоримся, Тортила! Скажи мне, у тебя правда есть этот золотой ключик? Тортила! А он большой или нет? Тортилушка, да куда ж ты? Тортила! А этот ключик правда весь из золота? Ой! Буратино! Сынок, где же ты? Буратино! Буратино? Нет, я Катя. А ты большой мальчик. Ты не Буратино. Как же девался Буратино? Буратино, сынок, мальчик мой. Кто там? Это я, Карабас-Барабас, Дуримар. Тысячи чертей! Что притащился так не вовремя? Я отдыхаю. Я вижу, но у меня для вас очень важные новости. Это 2000 чертей! О золотом ключике. А ну вот все прочь! Золотой мой дуремарчик, драгоценный дуремарушка. И что ж ты сразу-то не сказал про ключика? Ну ты замерзши, садись, присаживайся, отдохни. Правда, что ли? Накройся. Эй, вы там, сонные черепахи, тащите сюда и захватите эту сухую болтливую деревяшку. Бросайте ее в очаг и разведите больше огонь. Уважаемый сеньор, пощадите Буратино! Никакой пощады! А ну пошли! Кыш! Живей, торпоеды! Дуремарч, ну же, новости! Я умираю от нетерпения, ну! Дело в том, уважаемый Карабас-Барабас, я знаю, где ваш золотой ключ. Да, мы когда ехали в наш город, проезжали мимо болота. И там, видимо, обронили его. Ну, видимо. И черепаха Тортила нашла его, и теперь он у нее. И самое, что смешное, Карабас-Барабас, она отказалась мне его отдавать. Это 100 тысяч чертей! Эй, вы там! Ну что вы так долго? Бросайте мальчишку в огонь! Боюсь, сеньор, что этого никак нельзя сделать. Это еще почему? Потому что я могу проткнуть в вашем очаге дырку. Что за ерунду ты меришь? Какую дырку? Увы, но однажды уже так было. Я сунул нос в котелок над очагом и сразу же проткнул в нем дырку.
Я тебе сейчас так отгадаю, как дам больно. Отгадка очень простая, потому что очаг и котелок были нарисованы на старом холсте. Шутка. Деточка, миленькая, а скажи-ка, дяденька, а где ты видел этот очаг? В каморке моего папы Карла. А что? Так значит, в каморке твоего папы находится потайная. Что потайная? Что вы сказали? Тебе послышалось. Послышалось! дядя. И вам послышалось, поняли? Дорогой мой Буратино, я дарю тебе свободу. Мало того, я дарю тебе деньги. Вот 5 золотых. Отдай их своему папе и скажи ему, нет, ничего не говори. Не умирайте пока от голода и холода. Никуда не переезжайте из старой каморки и не снимайте со стены кусок старого холста. Иди домой, деточка. Прямой! Друзья, смотрите, я иду домой, а еще у меня 5 золотых. Здесь какая-то страшная тайна. Еще увидимся, друзья! Пока! Подайте бедной хромой Алисе, бывшей актрисе. Дети дома. Подайте бедному слепому Василию. В нищете живущему некогда актеру ведущих денег нет. Василию! У тебя тоже нет денег, да? Ничего нет. Это ни денег, ни ключика. Нет, ни ключика, ничего. Ничего. Раз, два, три, 5. Вот здорово! У меня появились друзья, а еще 5 золотых. Раз, два, 3, 4, 5. Ну все. Ой! Деточка, падаешь. Куда ж ты так спешишь? Бедненький братик. Я иду к папе Карлу, чтобы купить куртку, а потом в школу. Глупенький Буратино. Глупенький Буратино. Я училась, лапу сломала, теперь на 3 лапах хожу. Да, я учился, ослеп. Подайте бедному слепому коту Василию. Что вы говорите? Да, вот видишь, миленький Буратино, учение еще никого до добра не довело. Никого-то добра не довело. Буратино, Это сынок. там. Папа Карло! Буратино. Привет. Пропусти, я ищу Буратино. Я бы на твоем месте свой нос не совал в чужие делишки. Ой, больно! А это мои делишки. Буратино мой сын. Понятно. Куда пошел? Вот туда. Спасибо. Пожалуйста. Буратино, сынок, Буратино. Папа Карло! Нет, Папа Карло! я подожди, ну что Папа Карло? Я дорожку показала. Успокойся. Да, садись тут лучше. Давай присядем на дорожку, а то нам с Базилио предстоит длинный путь. Да? Да. Да, нам предстоит длинный путь. Мы с ним идем в страну дураков. Да! Да. Да, мы идем в страну дураков! Куда? В страну дураков? Да! Да, не смейся, миленький Буратино. Дело в том, что мы очень бедные. И мы идем туда, чтобы разбогатеть. Там есть такое поле волшебное, поле чудес. Если в лунную полночь вырыть ямку, положить туда деньги, посыпать землей, посолить хорошенько, полить из лужи и сказать волшебные слова. Говорит только для Буратино. Рекс, Фекс, то на утро вырастет дерево, все покрытое золотыми монетами. Врете! Пойдем, Василий. Пойдем. Нам не верят. Пойдем. Постойте, пойдем! Не дают
подумать человеку. Думай, давай, думай. А можно купить театр? Знаешь, сколько всего можно купить? 1000 миллион до неба! Еще один. Если купить театр, останется еще на курточке. Да на 100 курток пойдем! Пошли. Во! Пойдем. Нет, пожалуй, я сначала домой. Ведь мне нужно отгадать одну тайну. Как знаешь, Буратино, маневрёвки-то тебе не тянет. ты не тянешь. Ну, сейчас ты сам себе враг. враг, А то мы 5 золотых превратились в кучу денег. Кучу денег мы превратились. Слушай, Базилио, Да. чего ты с ним разговариваешь? Почему У него же разговаривать? нет ни сольда. Нет, не сольда. Нет, не сольда? А это вы видели? Какое небо голубое. А! Чего вы упадаете? Помогите! 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 Шею сломать. Да, я все придумала. Буратино. Мне показалось, или мальчик был здесь? А куда он пошел? А может, он пошел домой и меня там ждет? Ведь мальчик так дома ждет. А пойду домой, а вдруг он меня там ждет? Буратино, сыночек, где же ты? Буратино! Никуда я с вами не пойду! И хватит со мной ходить! Жизнь или кошелек? Но у меня нет кошелька. Где твои деньги? Паршивец! Ты! Разорву очки! Ужасно! Помогите! Помогите! За мной гонятся разбойники! Помогите! 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 Разбойнику! Тише, жуки! Не жужжите! Мальвина еще спит. На красавицу. О, бабушка, доброе утро. Что? Правда, для нее такой подарок приготовили? Ой, спасибо, не передам. Апчхи! Ой! Доброе утро, Мальвина. Доброе утро, милый Артемон. Прошу. Как вам спалось? Ой, ну вы же знаете, Артемон, что я уже давным-давно не сплю. Разве что изредка. И совсем иногда. Я все думаю о том, как же там наши друзья. Вот как они там без нас? Да, всем бы нам здесь жить и играться, правда? А не у этого Карабаса унижаться. Эх, были бы хоть сыты. Что? Ой, простите, Мальвина, я забыл. Мальвина! А вы знаете, что я минута? Майские жуки собрали для вас вот эту ягоду. Какая прелесть! Спасибо, жуки! Спасибо, Артемон! А бабочки проснулись, собрали пыльцу с белых роз и превратили ее в пудру, чтобы вы могли пудриться и сохранять цвет вашего прекрасного лица. Пудру! Да. Ну и где же эта чудесная пудра? Давайте скорее ее сюда! Чего вы сразу-то не сказали? А? В какой лапе? Вот в этой.
Угадали. Прошу. Ой, а можно меня? Можно? Будьте здоровы. Спасибо. Я теперь такой же красивый и напудренный, как ваш друг Пьеро. Пьеро, как же болит душа о бедном Пьеро. Он такой милый и такой смешной. А еще он чудесный поэт. Да. Вы помните, какие замечательные строки он написал для вас? О, прекрасная Мальвина. Да-да-да. Помогите! Помогите кто-нибудь! Помогите! Ой, это ведь мои друзья! Помогите! 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 За мной гонятся разбойники! Пахнет опилками. Это же Буратино. Ой, а почему он молчит? Почему он молчит? Все понятно. Пациент скорее жив, чем мертв. Давайте знакомиться. Доктор, просто доктор Артемон. Главный врач Мальвина. Поработаем? Поработаем. Коллега, и чем же мы будем его лечить? Предлагаю рыбий жир. Нет! Скорее несите сюда шприц, и мы сделаем ему укол. Вот такой? Нет, вот такой. Слушай! Ой, нет, не надо никакой рыбий жир, и укол точно не надо. Ведь я совершенно здоров. Марина! Артемон, лапу. Как я рада, что все обошлось благополучно. Да, Буратино, а теперь идите умойтесь, переоденьтесь, вымойте руки и почистите зубы перед завтраком. Да? Мальвина, Да? зубы у меня страшно чистые. Ой, А руки я вчера мыл. Буратино, Артемон, пожалуйста, умойте и переоденьте Буратино. Прошу вас. Но они ведь все равно испачкаются. Прошу вас. Да ну вас. Идемте, а иначе укушу. Укусик. Ладно? Прошу. Вот врач. Ой! Марина, вода холодная! Ай, не-не-не-не-не-не! Мыло, глаза щиплет! Марина, я не буду это надевать! Ничего тебе понравится. Какой капуста. Вода холодная! Да, прошу. Мальвина. Это же совсем другое дело. Артемон молодец. Я знаю. Буратино. 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 А теперь садитесь за стол, и я налью вам какао. Ладно. Только надо говорить не ладно, а пожалуйста. Пожалуйста. Положите руки перед собой. Пожалуйста. Не гордитесь, Буратино. Пожалуйста. И кто же вас воспитывает? Скажите, пожалуйста. Когда как? Когда папа Карло, а когда никто. Какая прелесть. Потому что теперь вашим воспитанием займусь я. Вот еще. Буратино, что вы делаете? Что вы делаете, Артемон? Скорее, скорее сюда! Что опять? А теперь играем. Немедленно отведите Буратино в темный чулан. Ну, во-первых, вы не в ноту. Я должна вас наказать. Прошу. Артемон, нужно говорить пожалуйста.
Пожалуйста. У меня нет другого выхода. У меня нет другого выхода. У меня нет другого выхода. Прошу вас. Пожалуйста. Пожалуйста. Буратино, мальчик мой. Буратино, где ты? Я здесь! Буратино, а что? Денежки у тебя отняли, да? Денежки собрали, да, Буратино? Ага, отнимешь у меня деньги. Вот они. Буратино, мальчик мой, надо скорее спешить на поле чудес и деньги. Завтра твои 5 золотых превратятся в 55 червонцев. Вот обрадуется папа Карло. Если бы папашка еще не околел. Ну как мне отсюда выбраться? А что, забыл, что мы твои друзья? Мы поможем. Ой. Ой. Здорово! Скорее бежим от этой девчонки, а то тебя здесь совсем замучают. Буратино, быстрее! Буратино, дурачок. Какая страшная тайна! Надо срочно найти Буратино и все ему рассказать! Ой-ой-ой-ой! Слышал? Стой! Нет! И про ключик, и про нарисованный очаг! И про ключики, про нарисован. Все слышал, ушастый. Проклятый тряпичный актеришка! Надо его изловить! В погоню! Поймай его. Базилио! Но у нас же нет ни минуточки. Мы опоздаем. Ну хотя бы одним глазком взглянуть на еду, понюхать немножко. Ладно. Пожалуйста. Слушай, давай зайдем, а то ведь не дойдет, развалится. Не дойду, я развалю. Зайдем. Пожалуйста, хоть корочки хлеба. Хлеба. Хозяин, 3 корочки хлеба. Это не пошутил. Веселенький Буратино. Богатенький. Богатенький? Значит так, вот 3 корочки хлеба, голубей зажаренных с корочкой, мороженое в пирожном. Алиска! Алиска! Это загрызу! Это загрызу, Алиска! Нехорошо заказывай. Ей, все то, что она сказала мне 2 раза, а мне молочка побольше, молочка, хлеба, карасей, хозяйских побольше, что мне еще, что Ну и 3 корочки хлеба! 3 корки хлеба, пожалуйста. Покажем на свете, кто злы, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое, мне сторонники разбоя. Я хлыстуна, не нужен нож, ему немного подпоешь. Ты делай с ним, что хорошо.
Такое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На жанру не нужен нож, ему покажешь медный грош. Делай с ним, что хочешь. Покуда есть на свете дураки, обманом жизнь настала быть с руки. Итак, сеньор Буратино, произведем расчет. Произведем. А считать вы умеете? Умею. До 5. Ты что, никогда не учился в школе? Нет, еще не успел. Ай, молодчинка, вот это ты меня обрадовал. Тогда мы быстро все посчитаем. 3 сольда плюс 3 сольда будет? 10! Так? Так. А 10 сольда плюс 5 сольда будет? 150! Так? Так. Ну, а раз так, с тебя причитается 5 золотых. С меня? За что? Ужин оплачивать кто будет? Хорошо, хорошо. Раз. Муха! Ай, Два! Догнать! Смотри наши денежки. Ой, ты самый глупый кот на свете. Ау! Кофе! Буратино! А вы где? Мальчик! Ой, друзья, куда же вы ушли? Деньги, где отняли, да? Отнимешь у меня деньги. С собой. Буратино, надо скорее спешить. Сегодня последняя ночь, когда можно сеять деньги. Последняя ночь. А, не успеем. Да не успеем! Успеем. Да не успеем! Может, успеем, Может, а? успеем? Успеем. Успеем. Люблю. Нет. Это тайна! Тайна? Да. Раз! Факс! Факс! Пошли, Мы уже пришли. Тебя ждут препятствия. Большая стена. Подняйся, осторожно, ниже. Молодец, молодец. Мы уже пришли. Вот осторожно! Впереди большая яма! Яма! Прыгай! Прыгай сильнее! Мы уже пришли. Рекс! Большой камень!
Пошли. И осталось совсем чуть-чуть. Мы уже пришли. Ну, вот оно, Буратино. Поле чудес. Вот здесь рой яму, клади деньги, взрывай землей, там посыпь, все поли и давай не спать. Клади деньги, да. Давай клади. Так хорошо, но только вы уйдите подальше. Нам совсем не интересно смотреть, куда ты прячешь свои деньги. Главное, не забудь сказать Рекс, Пекс, Рекс. Не забудь сказать. Смотри, ты что делает? Что делает? Что я буду? Ну, кладет, нет. Да, кладет. Пять золотых. Что делает? Рекс! Фекс! Фекс! Я как же станет спать? Да ладно. Он, наверное, бессонница. Дети же должны ночью спать. Вот он не спит. Да, Буратино не такой уж дурачок. Слушай, Василий, оставайся здесь, я сейчас приду. Да. Куда ты Буратино! Ты здесь? Здесь, здесь! И я здесь. А ты почему не спишь, Буратино? Дети должны спать. Сразу же побегу покупать папе Карло большой театр. Хотя нет, большой покупать не стану. А то еще умрет от радости. Ну-ка ему средний театр. Господин, ты на полицейский дежурный. Там на пустыре сидит воришка по имени Буратино. Он хочет ограбить весь город. Весь? Там. Именем Тарабарского короля Ой, что я сделал? вы арестованы. Ну что я сделал? Ну что я сделал? Ты совершил 3 страшных преступления. Ты беспаспортный, безработный и бездомный. Но- Приговор утопить в пруду. Нет, 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 нет! Ну, отпустите меня! Ну что делать? Мое! Спокойно, деньги они счет любят. Значит так, у нас 5 золотых, 5 на 2 не делится и так, получаю 1 золотой. Алиса, ты меня не путай! Не буду я тебя. Ты меня не путай! Слушай, когда я тебя путала? Ах ты, подлая! Обманула меня! А? Вилю! Подавись своим золотым! Не подавлюсь! Ты бы без меня пропал! Истукан! Мне легко слепого изображать! Так, хорошо. Хорошо? Хорошо. Пойдем тогда в какую-нибудь хорошую харчевню и как следует пообедаем. Я тебя угощаю, пойдем! Пойдем. А самый лучший. Да, солдат, Ты самый щедрый в области. Игроки.
Буратино, мальчик мой. Богатенький Буратино. Приговор приведен в исполнение. Ой, ой, привет! Ты безмозглый дурачок, которого обманули кот или собака. Кот и лиса? А ты кто такая, чтобы клеветать на моих друзей? Черепаха, что ли? Во-первых, не говори со мной на «ты». Я на 300 лет старше тебя и в 300 раз лучше знаю жизнь. Ну, только ты этого не понимаешь, потому что бросил школу и совсем не умеешь считать. А вот умею! Просто сейчас мне нечего считать. А когда у меня были деньги, я умел считать до 5. А сейчас у меня денег нет. Значит, тоже хочешь быть богатым. Еще чего, ни почем не хочу. Тогда прости мне мое любопытство. Зачем тебе деньги? Чтобы купить театр. Ты думаешь, что можно купить театр? А разве вы не знали? Разве вы не знали, что за деньги можно купить все? Ну, подумайте хорошенько, подумайте. Вам чего-нибудь хочется? Ну, хочется вам чего-нибудь. Затянулась Буратино, гладь старинного пруда. Ах, была как Буратино, я когда-то молода. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, как лись. Никогда не знай покоя, плачь, если не права. Я сама такою 300 лет тому назад. Мне почему-то очень понравилось. А я знаю, я обаятельный. Ты добрый. Ты любишь папу Карла. И веришь, что создан на радость людям. Я хочу подарить тебе золотой ключик. Он принесет тебе счастье. Ключик? Счастье? А что мне с ним делать? Этим ключом можно открыть волшебную дверь. Здорово! Спасибо, черепаха! И за мной!
ушам. Прощай, Мальвина! Я не верю своим глазам! Прощай! Пиро! Да стой же ты! Ой, здорово! Ой! Ах! Я еще жив? Скорее жив, чем мертв! Буратино! Пиро! Куда же ты бежишь? Ой! Это Карабас-Барабас! Он гонится за мной! Потому что я узнал его страшную тайну! Какую такую страшную тайну? Тайну золотого ключика! Ты знаешь дверцу, которая отпирает золотой ключ? Да! Она находится за нарисованным на холсте очагом в каморке папы Карла. Но все равно ключик на дне озера, и нам никогда не увидеть счастья. Пиро! А вот это ты видел? Ух ты! Золотой ключик! Бежим скорей! Я спрячу тебя в надежном месте! Бежим! Именем Карабасского короля! Поймайте вора и негодяя Пиро! Гражданин Андра! Он украл у меня страшную тайну! Мальвина! Артемон! Смотрите, кого я привел! Скорее сюда! Давайте сюда. Смотри, Вот. Здравствуйте, Пиро. Ах! Вот привел, воспитывайте! Здравствуйте, Буратино. Я пойду позову друзей на помощь. Эй, Буратино, ну куда же вы? А поздороваться? Привет! Пока! Я быстро! Ой! Ну что же это за воспитание? Ну что это за воспитание? Ах! Позвольте недостойному поэту исполнить песню в вашу честь. Прошу, 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 прошу вас. Артемон, поможешь? Конечно! Давай! Наладка аппаратуры. Раз. Меня слышно? Да! Я не слышу, меня слышно? Как хорошо! Дорогая Мальвина, дети, этот трек мы готовили 2 дня, надеюсь, вам понравится. Ну что, 1, 2, 3, поехали! Осень ночью вне окна, нас возникнет светит луна. И я хотел для вас небес и оставил нам не быть, ведь ночью нужно спать. Не нужна мне малина, не страшна мне ангина. Не боюсь я вообще ничего, лишь бы только малина. Лишь бы только малина, лишь бы только малина. А желание одного. Закончились сказки, словно один на ветру. Ты не в кухонной власти, не в Карабаса в плену. Собирая, как мель, свои слезы и грезы, ожидая сегодня, принесу тебе розы, растворяет на образ, у себя на голове. Я свои же улыбки напеваю тебе. Мне малина, не страшна мне ангина. Не боюсь я вообще ничего, лишь бы только малина.
лишь мы только Валерия. А уже Валерия. Браво! Они гонятся за мной! Спокойно, друзья! Без паники! Помощь уже здесь! Спокойно, друзья! Смотрите, кого я привел! Так, Артемон, Я здесь! делай разминку. Хорошо. Мальвина, хохочи громче. А ты, Перо, читай свои самые гадкие стишки. Но только по команде. Ждем их. Они испугались, я знаю. Начинаем. Лису, Алису, жалко! Прям плачет по ней палка! Кот Василию нищий! Честь мне это Вот! Гнусный котище! Чурипатность! Дура, я! Омерзительный сморчок! Карабас, Барабас! Не боимся! Больше! Так, милые деточки, взятые! Вперед! Буратино! Я здесь! Я рядом! Отдай моих кукол! Не отдам! Куклы мои! Буратино я сам выстрогал, а это наши друзья! Тогда продай их! Продай за 100 монет! Я друзей не продаю, даже за 1 000 000 золотых! А ну, бежи! Эх, Карабас, посмотри на себя! Но где ты стал из-за своей жадности? Связался с жуликами, а еще доктор кукольных наук! Кукол обижаешь! А ну, ребята, сажайте его в такие же! Папа Карло! Да, да, против! Я больше никогда не буду ходить по дворам. Буратино, а почему? А вот почему! За мной, друзья! За мной! Все!
Thank you.